Это актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С прошлого года люди с инвалидностью получили возможность приобрести технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов. Чем отличается этот способ от ранее действовавшего, в чем преимущество и что нужно знать об этом людям, нуждающимся в инвалидной коляске, протезах, ортопедической обуви и других средствах реабилитации. У нас в гостях Марина Герман, управляющий государственным учреждением, региональным отделением ФСС России по Якутии. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, поясните, почему возникла необходимость в этих электронных сертификатах, чем не устраивает действовавшая до этого система обеспечения этих средствами реабилитации людей с инвалидностью? Надо сказать, что система так и продолжает действовать. Все два вида, которые до электронного сертификата у нас существовали, это обеспечение по государственным контрактам. Второй вид обеспечения – это компенсация за приобретенные самостоятельно средства. И в прошлом году, вернее, в 2020 году уже на базе электронных платформ была разработана программа «Электронный сертификат технических средств реабилитации». И с сентября 2021 года уже внедрен на территории Российской Федерации. Считается, что это очень удобно, не нужно ждать, и поэтому электронный сертификат постепенно входит в систему обеспечения техническими средствами реабилитации. Вы уже сказали об удобстве, а каковы главные преимущества электронного сертификата? Что из себя представляет прежде всего электронный сертификат? Это, надо понимать, что это виртуальная электронная запись, которая закладывается в платежную систему карты МИР, только лишь на национальную платежную систему карты МИР. Денежных средств там нет, они резервируются в федеральном казначействе, и когда уже оформляется электронный сертификат, когда уже гражданин идет с этим электронным сертификатом, который уже прописан в карту МИР для приобретения средства реабилитации, уже может рассчитаться картой МИР в том или ином магазине, либо это интернет-магазин, либо это те магазины, которые существуют на территории Российской Федерации. Прежде всего в электронном сертификате прописываются вид ТСР, количество его и срок. Надо сказать, что по техническим средствам реабилитации есть у нас два вида получателей, вернее, две категории получателей. Это категория льготной категории, которая имеет индивидуальную программу реабилитации, разработанная Бюро МСЭ. И вторая категория – это пострадавшие на производстве, получившие травму от несчастного случая на производстве, профзаболеваний. У них Бюро МСЭ разрабатывает программу реабилитации пострадавшего. Эти две категории имеют право на электронный сертификат. Все ли нуждающиеся в технических средствах реабилитации могут воспользоваться таким электронным сертификатом? Конечно же, все, только те, которые имеют, то, что я сказала, индивидуальную программу реабилитации. Следует отметить, что иное средство, например, если у гражданина не прописано в программе реабилитации, например, трость, то он уже по электронному сертификату не сможет получить. То есть все, что прописано в программе реабилитации, то и вписывается по заявлению в электронный сертификат. Вообще, что сейчас можно приобрести на электронный сертификат, и есть ли ограничения по выбору, может быть, по количеству или сумме? Действительно, сейчас достаточно ограниченный перечень, неполный, не в соответствии с федеральным перечнем, который мы обеспечиваем, когда уже осуществляем закупки по 44-му федеральному закону, там мы уже полный перечень закупаем. А по электронному сертификату ограниченный перечень, но он постоянно пополняется. Актуальный перечень технических средств реабилитации, который можно приобрести по электронному сертификату, можно посмотреть на сайте регионального отделения, есть там ссылка к ТСР, и в этом списке можно посмотреть, какие средства реабилитации можно приобрести по электронному сертификату, а также связаться с нашими специалистами, и мы дадим полную информацию. Доступен ли электронный сертификат родителям детей-инвалидов? Конечно, он доступен. Родители, как законные представители,
детей с инвалидностью, опять-таки, нас законодатель отсылает, чтобы мы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, разработанной Бюро МСЭ, конечно же, законный представитель может обратиться либо в региональное отделение, либо через портал государственных услуг. Ну и не только законный представитель ребенка с инвалидностью, но и все граждане, которые имеют индивидуальную программу реабилитации и программу реабилитации пострадавших. Но какие документы требуются для оформления электронного сертификата? Ну и как узнать, готов ли он? Прежде всего мы говорим о доступности для того, чтобы можно было, не выходя из дома, зайти на портал государственных услуг и там за несколько минут оформить заявление и подать заявление на электронный сертификат. Обрабатывается заявление быстро, в течение 5 дней рассматривается заявление, и в течение 3 дней оформляется электронный сертификат, и уже в этот срок можно идти и приобретать средства реабилитации. Но также можно обратиться на Октябрьскую, 15 до 31 декабря 2022 года, потому что с 1 января вы знаете, что уже новый фонд будет, да, и мы уже дальше будем продолжать в новом фонде, фонд пенсионного и социального страхования, поэтому будем уже по другому адресу принимать. А вообще есть ли срок действия вот такого электронного сертификата? Хороший вопрос. Действительно, срок действия есть у электронного сертификата. На все виды ТСР, которые сейчас содержатся в перечне, по электронному сертификату, который можно приобрести, 1 год, за исключением абсорбирующего белья, и это пеленки и подгузники. Там срок до 90 дней. Еще хотелось бы отметить, что электронные сертификаты прописываются на каждый вид технического средства реабилитации, то есть не пакетом, да, все, что прописано в индивидуальной программе реабилитации, а на каждый вид ТСР делается соответствующая запись. А если вдруг этот год истек, как быть дальше? Значит, если этот год истек, но сертификат продолжает действовать, значит, можно воспользоваться этим сертификатом. Также имеет место быть, что индивидуальная программа имеет определенный срок. Опять-таки, если индивидуальная программа со сроком, то электронный сертификат действует на тот срок, на который действует программа реабилитации. Ну а можно ли объединить, например, сумму 2 или нескольких сертификатов при покупке одного технического средства реабилитации большей стоимости? Сумму объединить нельзя. Каждый вид ТСР приобретается. Давайте рассмотрим, например, трости. Если трость в магазине продается за 800 рублей, да, а в сертификате прописано, например, 950 рублей, потому что в сертификате прописывается предельная максимальная сумма по закрытому контракту прошлого года. То есть сумма не просто так берется, да, ниоткуда, сумма берется по закрытому госконтракту. Вот. Если гражданин приобрел трость по сумме, например, 750 рублей, то 50 рублей остается на электронном сертификате. И на другой сертификат ее невозможно перенести. То есть она там так и будет до истечения срока сертификата. А может быть наоборот, если сумма сертификата меньше, чем реальная стоимость технического средства? Как быть в таком случае? Да, если по записи, например, кресло-коляска уже возьмем, да, действительно дорогостоящие средства реабилитации, прописана максимальная стоимость по соответствии с заключенным последним исполненным государственным контрактом, то тогда гражданин может либо отказаться, либо доплатить свои денежные средства, но эти средства не будут компенсированы, сразу оговоримся, но вот может выбрать эту коляску. Работают ли магазины в Якутии по таким электронным сертификатам? У нас на сегодняшний день на территории республики работает представитель «Радуга слуха». Они осуществляют реализацию слуховых аппаратов, но с 1 января 2023 года порядка 4 магазинов, которые осуществляют продажу медицинских товаров, уже готовы будут осуществлять продажу по электронному сертификату. Ведется работа этих магазинов, мы постоянно с ними взаимодействуем.
И надо сказать, что на территории республики уже, если говорить по пострадавшим, 2 пострадавших уже воспользовались, да, в соответствии с программой реабилитации на электронный сертификат, и 13 граждан льготной категории на 27 электронных сертификатов на получение технических средств реабилитации. А если говорить о всей Якутии, в районах, есть ли информация по действиям магазинов, вообще есть ли магазины работающие? Информацию постоянно мы доводим, у нас есть представительство в районах, во всех районах республики. Информацию мы доводим, ведем разъяснительную работу и будем эту работу продолжать. Хотелось бы сказать о телефоне горячей линии 318-111. На все вопросы специалисты готовы ответить. Ну и обобщая вышесказанное, если система заработает в полную силу, что это даст людям с инвалидностью, нуждающимся в технических средствах реабилитации? Ну, в первую очередь это будет удобно. Мы сейчас уже видим удобство электронного сертификата. Во-первых, по срокам. Если обеспечиваются по госконтрактам, там свыше месяца нужно ждать. Если компенсация, подавать на компенсацию, это отвлекаются свои денежные средства, потом ждать тоже порядка около 2 месяцев. А электронный сертификат, преимущество мы сегодня видим, что в течение 5 дней идет обработка заявлений, в течение 3 дней уже идет оформление самого электронного сертификата. Второй момент – это можно прийти в магазин и непосредственно потрогать, увидеть и выбрать техническое средство реабилитации. Ну, наверное, главное преимущество все-таки это скорость оформления, да, то есть прежде всего. Прежде всего. Марина Евгеньевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей работе. Благодарю, спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.